Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Я рад представить гостя нашей студии. Это Виталик Матиевский, лидер группы Open Space и проекта Day of Days. Кто работает в цирке? Я. Что надевают на руку? Носки. Что нужно сделать, чтобы проснуться утром в хорошем настроении? Прийти сюда. Виталий Матиевский, лидер группы Open Space и проекта Day of Days. Несколько лет успешно совмещал музыкальную и волонтерскую сферы. Уверен, что делать музыку нужно самому от начала до конца. Виталий, привет. Привет. Приходи, пожалуйста, и становись на это шикарное место. Мы не зря Это тебя самое встречаем. шикарное место. Да. Я думал туда, но я понял, что оно самое. Мы не зря тебя встречаем около стола для игры в настольный футбол. Потому что в настоящий футбол мы сейчас не можем поиграть. Не можем, к сожалению, но наши, например, белорусские спортсмены играют, и мы решили составить им конкуренцию. Так. Мы создаем наш такой внутриковый чемпионат шоу «Подъем» по игре в кикер. Да. И среди всех гостей будем выявлять самого, скажем, чемпиона из всех чемпионов. Ты сейчас будешь играть с Максом на время до первого твоего гола. И после того, как ты забьешь гол, мы внесем твое время в нашу турнирную таблицу и потом выявим, кто же из наших гостей станет чемпионом шоу «Подъем» по игре в настольный футбол. По-моему, Ты готов? все просто. Все совершенно просто. просто. Да, Максимально я сейчас- быстро забить гол. Да. Я засекаю время. Итак, время пошло. Поехали. Бросай. А он никак не едет. Ты не научила тебя жизнь. Да, всё, нормально. Дунул не в ту нормально. сторону. Так. Нет. Так. Походу я... Давай. Не, подожди. Первый гол, А что гол, голкипер первый. спит? А, он же еще не проснулся, он же вчера гулял. Так, давай. Да, 17:72. По-моему, неплохое нормально. время, да. Виталий, ты учился играть на аккордеоне, Начало хорошее. да? Все правда, да. Все правда, Мы да? знаем о тебе. А сейчас как у тебя с этим делом Я обстоят решил дела? закончить с аккордеоном. И взяться за гитару. Взялся за гитару, ушел в цыганский табор и подружился с Медведем. Витей. Да. Идеально. Да. Мне кажется, а у вас какой-то тандем теперь, да? Виталий и Витя, да? Ну да, то есть если... Главное, чтобы он был накормлен. Если он не накормлен, тогда опасно. А ты ему на гитаре играешь? Да, а я его научил играть на бубне. А если все-таки вернуться к вопросу, вот, Так. ты учился играть на аккордеоне, а играешь на гитаре, как так получилось? Я просто как-то люто мне надоел аккордеон в свое время, потому что это было школьное время. Вот. И потом, когда уже более осознанный возраст был, лет, наверное, 17, взял гитару и пошло-поехало. Я думаю, ты скажешь, я порвал баян. Нет, обычно баяны рвут на свадьбе и где-нибудь там в малых городах и селах, а в данной ситуации все было. Нет, так реально, порвать баян — это метафора Это, какая-то? да, это все-таки нереально. Это сложно очень когда, и дорого. Да, это, невозможно практически. Особенно, когда ты еще школьник. Я понял. Смотри, ты в одном интервью говорил, что музыка должна играть на струнах души, должна брать за живое, цеплять. Сейчас, в данный период времени, когда живое выступление невозможно, получается цеплять? Меня цепляет, наверное, то, что новое создаю, делаю, это цепляет больше. Цепляет тебя или... Именно конкретно, да, меня. На самом деле химия же начинается с музыканта. То есть если он кайфует на сцене, и он балдеет от того, что он делает, соответственно, зритель это чувствует, и начинается эта химия. Вот. Если ты выходишь и тебе уже оскомину набивает твой материал, то это зритель сразу чувствует. Поэтому надо начинать всегда с себя. А слушатель онлайн, например? Онлайн, да, в данной ситуации тоже вариант, но я все-таки за живые выступления. Там как-то пораскрепощеннее себя чувствуешь. Виталий, ты научился сам играть на гитаре, да? Да. Открыл свою студию звукозаписи. Там Да. все делаешь самостоятельно. Есть Да? такое. Зачем? Зачем? Да, это твоя фишка делать все сам. Почему бы не делегировать? Как-то мне это приносит удовольствие. То есть мне интересно, даже что касается музыки, начинать с первых нот и заканчивать чуть ли не мастерингом трека. И понимаете, быть горд, что это произведение вышло в массы, ее слушают там тысячи, например, людей. И я знаю, что эта песня именно такая, какой я бы ее себе представлял, а не то, что нарисовал звукорежиссер. И ты всегда такой, я ее по-другому представлял. Пускай будет такое. Для меня это было всегда важно. Не такого, что ты не доверяешь кому-то. Нет, доверие, оно, конечно... Лучше меня никто не сделает. Нет, есть такое... Я как на допросе.
Честное слово. Да, мы сейчас весь свет направим К тебе в чему лицо. все ведется, в Да. конце концов? А потом мы просто узнаем, Нет. где лежат все деньги и ключи от квартиры. Все деньги мира, Оля, имеет в виду. Думаешь, что где-то есть одно место, где там... Я так и думаю, да. Если подытожить данную тему, то я считаю, что каждый делает то, что хочет. Ну, по крайней мере, должен стремиться к этому. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях лидер группы Open Space и проекта Day of Days Виталий Матеевский. Виталий, мы всем нашим гостям предлагаем немножечко поиграть. Это, естественно, не исключение. Я даже не буду спрашивать, у тебя готов ты или нет, потому что сыграть тебе все равно придется. Хорошо. Видишь, как вот не дали даже выбора Без никакого, да? вариантов. Окей. Виталий, мы тебе предлагаем сегодня сыграть против Шазам. Окей. Хорошо? Да. Отлично. Правила абсолютно простые. Сейчас будут звучать мелодии, и тебе надо угадать эту мелодию, услышать, распознать, назвать исполнителя и название этой песни. Быстрее, И кто Да, написал быстрее. эту песню, кстати? Быстрее, чем Шазам. Окей, хорошо. Хорошо? Да. Итак, можно нам, пожалуйста, первый трек? Все, знаю, Coldplay Paradise. Coldplay? Да, все верно. И даже клип пошел. Смотри, Да, со да, стороны. клип Пошел, да, Чётко. чтобы Ну, ты мы бы сейчас... успел первое движение с клипа тоже показать за время, пока он определял. Да, Поэтому да. да. Тут Мы тебя- совершенно верно. Мы тебя поздравляем, да. Спасибо. Так, первый подарок уже Отлично. есть. Отлично. Следующий трек. Мы готовы. Нави, песня из Евровидения. А как она называется, я не помню. Лей-лей-лей-ла-ла-лей. Історія моєго життя. Ну, мне кажется, можно засчитать. Можно засчитать. Да? Песня Полподарка. с Евробачення. то есть. Полторта, да. Отлично, отлично. Итак, следующий трек. Мы готовы. I've been searching for the wrong kind of love, honey. Шазам. Я ее первый раз слышу в жизни, Да? это ничего страшного. Это... Whole face. Ну, в общем, мы Короче, тоже не совсем знаем, но... Ну, как-то так вышло, Да. да. Шазам выиграл, короче, Да, Шазам в выиграл. этом раунде. Но пока ты лидируешь. Хорошо, поехали. Следующий трек. Это Джей Морс. Что-то там не унывай, не вспоминай. Да, Джей Морс, не Давай умирай. еще пару глаголов Щас, примерно. щас. Не унывай. Не умирай. Не умирай, но Шазам был быстрее, да, он уже показал. Ну, всё. Джей Морс я сказал Но быстрее. Джей Моррис, да, получается. Итак, следующий трек. Давайте послушаем. It's My Life, Bon Jovi. Отлично. Тут бы я тоже угадал, А Шазам но... еще думает. Да, еще думаю. Итак, следующий трек. Давайте послушаем. Я знаю. Ты знаешь? Может быть, в клипе его ближе узнаю, но это не та песня, которую там часто слушаю. Уже Ну, она давай определилась. скажи, Макс. Это Оксимирон и Би-2. А, Пора понятно. возвращаться Понятно, домой. понятно. Ну, просто такую не слушаю музыку. Это действительно так, да. Итак, давайте послушаем следующий трек. Ну, это вот известная тема. Это, как его зовут? 50 Cent. 50 Cent. Окей. А песня называется? Памп? PMP. PMP? Пам. Ну, фиг пойми вас. PMP. Итак, следующий трек. Знаю, это «Звери, танцуй». Итак, следующий трек. Давайте послушаем. Что-то очень знакомое из американского. 30 секунд до Марса, а песня называется не знаю как. Да. Из новых, примерно там 3-4 года назад вышла, не помню, как называется. Ну, в общем, ответ принимается, да. да. Да, Ну, да. что-то прочитай ответ. Итак, я не успела уже, нажала на... Ой, пальчик, да, Да, случайно итак, нажал. последний трек. Виталий, последний Окей, трек. финальный трек, Да. Готов? конечно. Поехали. А это из моего, это Open Space, а песня называется Ну, не перебивай. Going Inside. Подожди, дай послушать. Она очень долго будет разворачиваться. Не определил, Подожди, прикольно. подожди. То есть Да. сейчас она воспринимается, как будто сейчас начнется игра Heroes какая-нибудь. Там, Хочется знаешь, сразу Давай, воспрять давай. духом. Типа, ничего, Максим, Давай. все получится. Потом еще графику Шоу нарисуют. «Подъем» еще ждет ярких моментов от тебя. Максим, мы будем ждать тебя и верить. Только не Меня. улетает. Я один пойду. И сейчас бери гитару в руки и погнал. Тебе идет, слушай. Мне пора на покой идти. Нет, мастер, я не могу забрать Давай эту сюда. гитару. Дякую. Так, все. Выключайте. Слушай, мне кажется, все получилось. Нормально. Да? Главное, что свое узнал.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях Виталий Матиевский, солист группы Open Space и проекта Day of Days. Виталий, с 2011 года группа Open Space, посол Вайпер. Вайпер. Расскажи нам про это. Это было. Было, а сейчас Да. уже нет? А сейчас уже нет. А почему? А вот уже, наверное, это был просто такой этап. Мгм. Хорошо, все вот хорошо в меру. То есть Расскажи о нем, об этом этапе. Это был замечательный этап, как так все сложилось, как, знаете, бывает вот в жизни, что со стороны ООН было предложено, чтобы мы, как молодые, энергичные парни, играющие там современную музыку, стали лицом молодежной программы. Но мы привыкли к чему? К тому, что надо провести обучение, обучать взрослым молодежь или там ребенка школьного возраста. А данная система подразумевает обучение равное. Когда я, будучи, там, например, на тот момент 25-летний, прихожу в какую-то тусовку ребят, которые себя тоже воспринимают, в принципе, как молодежь, и ты с ними общаешься на их языке, на какие-то очень важные темы, типа профилактика, ВИЧ, там, психология взаимоотношений. То есть то, что их волнует, то, что актуально, и то, что им нужно знать в их возрасте. И меня это очень вдохновило, мне это очень нравилось. И, в принципе, я этот период прям ярко вспоминаю. Классно было. Ты получил золотую медаль в клуб Да. развития Да, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО, они тоже в этой всей программе были, и они мне в конце так дали почетную медаль, и я понял, что... за вклад в развитие молодежи. Да, Что это за- да, что да. это за Ну вот, медаль? собственно, я в свое время поездил по всей Беларуси, посетил очень много школ, каких-то других заведений, где тусуется молодежь, и вот с ними вот так вот сидел, беседовал, рассказывал им важные для них вопросы. А почему именно эти темы? Вы же музыканты. Я считаю, что в жизни хорошо, когда у тебя есть не только, например, музыка, да, а когда есть что-то совершенно другое, где ты можешь переключиться, и оно добавляет какое-то вдохновение, новых красок в жизни. Ну, это круто. Но эти темы, они для тебя важны были? Или это просто Да. проект? Нет, это на самом деле было для меня тоже важно, потому что я видел результат. После того, как ты пообщаешься с ребятами, они тебя очень благодарят, они говорят, мы так много всего нового узнали, мы сомневались по этим темам, и сейчас так все ясно стало. Или, например, потом они пишут тебе в соцсетях, спрашивают дополнительные какие-то вопросы, ты для них становишься такой нейтральный товарищ, такой, типа, большой брат, который вот всегда подскажет, ну, как-то более-менее корректно и, ну, правильно. Слушай, если тебя самого интересовали, вот, ну, вообще эта деятельность, да, интересовала, с тобой разговаривали родители, родственники? Вот? Или большой брат какой-нибудь? По этому поводу Да. мне не хватало такого. Не хватало? Вот честно, да. То есть какие-то вопросы, может быть, я в это и вдарился, потому что в свое время мне не хватало, может быть, моей смелости или родительской смелости, чтобы какие-то вопросы обсудить. Виталий, а вот такая волонтерская деятельность как-то отражалась на творчестве группы? Может, вы писали какие-то другие тексты? Или, ну, как вы себя видели вот в тот период времени? Мы по этому поводу действительно написали гимн на 3 языках, на русском, белорусском и на английском. Вот. И это был... Ну, Это был получилось разный гимн? Или Это он- была одна песня, но просто что на 3 языках мы даже получили какую-то там статуэтку. Какую-то статуэтку? За это. Ну как там... Просто кто-то достал из Ну, серванта. это он Нет, имеет в это виду... вам ну, там, нет, Грэмми, ну, канал. А, Грэмми то Да. самое? Что-то типа Грэмми, да, только нашего белорусского разлива, да. Ну, это тоже было приятно. Мне подошли, сказали, вот конкретно получается статуэтку, вот именно потому, что вы написали эту замечательную песню. Песня называется «Гэта не просто». Это единственная песня Open Space на белорусском мове, и она получилась действительно отличной. Виталий, а гимн чего, вот если так вот коротко? Гимн нашего взаимоотношения и сотрудничества с ООН и Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях Виталий Матиевский, лидер группы Open Space и проекта Day of Days. Виталий, мы предлагаем тебе еще немножечко отдохнуть в нашей компании и сейчас сыграть с тобой в игру. А игра называется «Кто я?». Итак, ты сейчас будешь петь караоке, но в определенных образах, которые написаны у тебя на карточке. Наша же задача заключаться будет в том, чтобы отгадать, кто ты в этом образе. Поехали! Это уже ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, Итак, образ. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Басков. Лещенко. Да. Следующее. La 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 la.
ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я закрою за собою, ты сказала, я не стою. Лагутенко? Мультипликационный персонаж. Продолжаем. Не дождетесь, не заплачу. Машенька, Маша и Если Медведь? что, Дисней. Я сценарист и... он не так говорит, он Микки не так Маус. говорит. Микки точно, Маус. Да, вот, точно, вот. Он так. Следующее. Кажется, что вспомнил. Прости, как он поет. Ну и бросай меня. Нет, не так он поет. Боярский? Нет, следующее. Лещенко опять? Нет, стой. Так, он никогда не говорил, но это... Лям, ля, Чарли Чаплин. yes. О, отлично. Лепс. Лепс. Ля-ля-ля. Да-да-да-на-на. Ты какой молодец. Следующее. На минуту. Микки Маус опять? Я летаю. Витас. Да. Кто у меня остался? Остался, ну вы не угадаете. Брат мой, бойся Это ты. меня. Это ты. Да. Yeah. Yeah. Так, ну а что, у Почему меня после все. фразы «вы не угадаете», ты Да, угадал? ну, Спасибо конечно. за внимание. Спасибо, Спасибо, да. Виталий, спасибо Спасибо. большое. Так, Слушай, у тебя ну, отлично если бы- получилось. Ну, мама, нормально. Сейчас Да. был счетчик перед нами, и вот тут бы было двухзначное число, а тут единичка. В смысле? Я На- больше отбил. ладно. Нет, Зачем ты мы девочку одинаково. обижаешь? Я чувствую, я бежал. Факты. Просто я максимально оттягиваю момент, когда нам придется это делать. Мы дуэты, группы, мы все дуэты. всегда Группы дуэты. или- Из мультиков, из музыки. Итак, мы готовы, поехали. Сердце без технических причин. Feel the middle, feel the beat. А я толстый мужик. Feel the middle, Я feel the beat. толстый мужик. Меня любят все Кабаре, женщины. дуэт Академия. Нет. Feel the beat. Hands up. Они зарубежные? Нет. Нет, наши. Русские? Да. Мне 18 исполнилось, и все по Ладонями ним... мир, в котором тонем мы. Они дуэт. Да, они Известный дуэт. Когда я не это знаю. было? Два мужика. Два мужика? Да, я мужик. чай вдвоем? Нет. Я толстый Нет, мужик. там- А ты немножечко толстый, а ты не полноватый, толстый. а худой, а я толстый. Да, в котором неизвестно. Блин, как они... А что они делают, ребят? Ну, где же Артисты. повсюду, там что-нибудь такое. Что Я они не- делают? я не Они понимаю. поют, они поют. Я не умею. Вы должны показывать. Да, мы пошел. должны Подожди, Показывай Макс, смотри, Да. про 18. Они пели про 18. Все понятно, руки вверх. Вот, молодец. Да, пантомима с синтезатором. Отлично. Ты- Я понял, я думал, ты ушел туда Нет, просто это было типа в специально. печали, что не артист. Ну окей, давай. Я не могу, я не умею петь, понимаете? Я Следующее. испорчу. Все Давай. хорошо. Давай. Я для тебя цвету. Я женщина. Они из оперной темы? Ты мужчина, высокий очень, а Да. я женщина, которая, знаешь, такая, она беспринципная, она такая и тут беспринципная, Смотри, и там... это бутылка, я на нее сажусь. Ладно, они русские? Да. Я сажусь на нее в перьях. Они были популярны сейчас или тогда? Да. И в стразах. А я сижу вот тут. Но они популярные, да? Да. Я блондинка. Я Так. блондинка, которая... Самая известная А я песня. feel. Все понятно. Ты не слышишь меня, я не слышу тебя. Мы забыли про Распутинова. песню, мне кажется. Ничего Ну, если мы страшного, не она можем фончиком петь, валит. мы тогда... Макс, подними Так, меня. Соня Мне- удобно села, ее сейчас не поднять. Давай, Мне, пожалуйста. мне 30, и мне надо поднимать. Третий вариант. Третий вариант. Итак. Сам просыпаться, ритмы пульсации. Это мультипликационные герои. Так. Они два мальчишки. Надо ж петь песню. Еще, пожалуйста, песенку. Слушайте, ну если мы не можем петь, ну мы хоть как-то выкручиваемся Да, из этой да, а что ситуации. поделать? Да, ну а что Так, делать? смотри. Оля грызун. Ты так, тоже? Я ее брат. Да. У нас шляпки. Не Чип и Дейл. Чип и Да, Дейлс. да, совершенно да. верно. Я Конечно. просто, когда все пошло не по правилам, уже не мог это продолжать. Поэтому мы должны были петь. Ну, а я не Ну. могу, а что делать? Виталий, ты молодец. И вы, ребят, тоже молодцы. Мы вернулись в студию «Шоу Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях Виталий Матеевский, солист группы Open Space и проекта Day of Days. Виталий, Ау. недавно у вас вышел новый трек, Так, который называется «Реплей». да. Верно? Да. Расскажи, пожалуйста, как создавали его? Благодаря карантину. Почему? А потому что появилось много времени свободного. Так были выступления, все время отвлекались там на репетиции и так далее. А здесь вот появилось много времени, засел в студию, написал трек и выпустил. А ты сам пишешь Да, музыку и текст? да, Все сам. да.
Слушай, а говорят, есть некая теория, как написать хит или песню. Нету. Нету ничего? Нет. Ну, ты должен Э, закрыться, один быть. Как это происходит в твоем случае? Ну, скажем так, если подходить с точки зрения саунд-продюсера, то есть определенные ходы, благодаря которым ты знаешь, что будет в треке цеплять, и, скажем так, какие последовательности гармоник могут привести к каким эмоциям у человека. Это действительно так. Но в треке очень много составляющих, и поэтому ты не можешь 100% угадать, что этот трек выстрелит или нет. Поэтому и есть люди, которые, скажем так, те же саунд-продюсеры в той же там, в Европе или там, Америке, которые, вот, например, какой-то очень крутой известный исполнитель написал 30 песен, он садится, отслушивает 30 и прогнозирует, что вот эти вот 10 надо вставить в альбом, а вот это, скорее всего, будет хит, и на него надо сделать заранее клип. Вот такая вот тема. Но на самом деле с хитом гораздо все сложнее, потому что там и тембр, и актуальность текста, и актуальность звучания, то есть и там очень много составляющих. Поэтому, скорее всего, хит — это такая больше, не то что больше удачи, но действительно здесь удача — это такой немаловажный аспект. Виталик, у нас есть несколько вопросов к тебе еще, но они будут в формате блица. Качество, от которого бы ты хотел избавиться? А если сразу в голову не приходит, значит, нечего избавляться. Такого не может быть. Серьезно? Да. Да, на самом деле я принимаю... Всё нормально, Да, да? себя таким, какой я есть. Привычка, которая помогает тебе начать день с позитива. Проснуться над с улыбкой. Вот прямо вот самому задать настроение. Как ты для себя понимаешь, что вот эта музыка хорошая? Какие-то критерии есть? Ой, это настолько относительно. Я со временем понял, что нет даже такого понятия, что хорошая или нехорошая музыка. Просто есть музыка, которая цепляет или не цепляет Самый необычный автограф, который ты оставлял когда-либо. на груди женской. И это как бы, наверное, банально, но я был настолько тогда молод, и настолько для меня это было... Впечатлен? Впечатлен, да, что у меня тряслась рука, и, скорее всего, это был мой самый нелепый автограф. Она просила вообще об этом? Она очень нагло об этом просила. Всё, Мне понял. было тогда 20 с копейками, я от этого не ожидал. Что, какие-то проблемы? Я такой, нет. И тогда я повзрослел. Качества, которыми должен обладать музыкант. Вот 3 качества давай. Наверное, все-таки надо какое-то иметь изначальное чувство вкуса. Музыкального, да? Да, трудолюбие. Мгм. Ну, и мне кажется, коммуникабельность. Спасибо тебе Спасибо. огромное, что сегодня пришел к нам в гости. Желаем тебе творческих успехов и, наверное, написать еще какой-то один крутой трек. Один может десяток быть, горсть крутых. горсть хитов. крутых Да. треков и посыпать ею всю Беларусь. И не чуть-чуть только. дальше. Да, и не только, да. Спасибо большое. Спасибо И тебе вам большое. всего хорошего.